Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Южное побережье Керченского полуострова – это один из наиболее удаленных и нетронутых уголков Крыма. А самой красивой местностью в этом малолюдном краю является, без сомнения, гора Опук. Пейзажи вокруг Опука уникальны, и они мало похожи на привычный Крым. Ступенчатые склоны спускаются к обширному соленому озеру, чья поверхность переливается на летней жаре неземными оттенками красного, лилового, синего и белого. В 3 километрах от берега, словно силуэты старинных парусников, в морской дымке возвышаются скалы Элькен-Кая. Как и в любом другом уголке Крыма, на Опуке тоже есть свои исторические памятники. Это и колодцы, оставшиеся от исчезнувших ногайских деревень, и заброшенные каменоломни, где сегодня обитают лишь летучие мыши. Свыше 2000 лет назад климат Крыма был более влажным, и на Опуке было больше источников воды. Потому на вершине горы тогда стоял небольшой город под названием Киммерик, а на склонах выращивался виноград. О былой жизни на Опуке свидетельствуют и руины стен, и древние тарапаны, то есть площадки для выжимки виноградного сока, высеченные в скале на самом краю обрыва. Но впоследствии вода ушла, и гора постепенно обезлюдила. Потому главное, чем славится Опук теперь, это его первозданная природа. И сама гора, и степь вокруг нее населены множеством редкостных птиц. Многих из них не увидишь больше нигде во всей стране. Это, например, крупная и красивая дрофа. Когда-то она несметными стаями кочевала по всему степному Крыму, но теперь практически истреблена у нас, и лишь несколько десятков дров сохранилось в самых глухих уголках керченских равнин. Это и редчайшая красная утка-огарь, которая строит гнезда не на воде, а в подземных норах. На Опуке обитает и множество других пернатых, и не случайно само название горы переводится с крымско-татарского как «удот». В наши дни эта территория находится под охраной Опукского природного заповедника. И среди многих прочих редкостных созданий здесь обитает еще одна живая достопримечательность Крыма – розовый скворец. От обыкновенного скворца эта птица отличается, во-первых, расцветкой, а во-вторых, своей исключительной редкостью. Этот южный субтропический вид гнездится лишь в одном единственном месте – на горе Опук и в ее окрестностях. Основное место гнездования этой птицы на горе так и называется – ущелье розовых скворцов.
Дорогу к гнездовьям розовых скворцов нам показал научный сотрудник Апукского природного заповедника, орнитолог Игорь Сикорский. Игорь, скажите, сколько всего розовых скворцов обитает в Крыму? Сегодня нам предоставилась такая возможность увидеть розовых скворцов более 2000 в каньоне. Но из года в год количество их меняется в зависимости от прилета прямокрылых, от прилета кузнечиков, от прилета разнообразных насекомых, которыми питается эта птица. В общем, общее количество этих птиц сегодня наверняка не превышает 10 тысяч особей. Как долго они будут оставаться в ущелье и куда они улетят потом? Птицы будут оставаться у нас в заповеднике и непосредственно в окружении, в окрестностях заповедника, наверное, где-то до конца июля месяца. Именно срок гнездования заканчивается где-то к концу июля, к началу августа месяца. Птица собирается в большие стаи и осуществляет постгнездовые кочевки. Птица мигрирует в направлении Южной Азии или Юго-Западной Азии, там, где и располагаются основные постгнездовые скопления этих птиц. И птица летит уже южнее. Долетает она и до Индии, и до стран, которые располагаются недалеко от Индии. Чем птицы заняты сейчас в настоящее время? В настоящий момент птицы занимаются постройкой гнездовий. Обычно большую часть при постройке гнезд, в том числе и времени, которое уходит на постройку гнезда, занято самцом. То есть самец осуществляет постройку, а впоследствии начинает кормить самочку, когда она уже начинает насиживать яйца. Итак, в настоящий момент розовые скворцы заняты строительством гнезд, выведением потомства. Для того, чтобы выкормить птенцов, родители будут облетать все степи вокруг в поисках пищи, прежде всего кузнечиков и саранчи. Скворцы хватают их в траве и в огромных количествах несут к себе в гнезда. В наши дни, когда сельское хозяйство борется с вредителями при помощи химикатов, уже мало кто в Крыму помнит, каким тяжелым бедствием считалось в старину нашествие саранчи. Время от времени, в летние месяцы, огромные полчища этих насекомых прилетали на поля, сжирали на корню весь урожай и летели дальше. Это приносило колоссальные убытки. А если нашествие саранчи сочеталось еще и с засухой, то многим селянам всерьез грозила голодная смерть. Бороться с многомиллионными роями было невозможно, и люди могли ожидать спасения только в буквальном смысле с неба. И таким спасением были стаи розовых скворцов, которые нередко прилетали вслед за саранчой и уничтожали ее подчистую. Осенью 1823 года, после очередного летнего нашествия саранчи, в Феодосийский порт из Турции прибыла необычная делегация. Это была группа из 10 дервишей во главе с шейхом Али Эфенди. Каждый из них вез с собою большой медный сосуд, наполненный особенной водой. Из Феодосии дервиши направились в Карасу-базар. Там, в мечети Хан-Джами, при большом стечении местных жителей, они молились об избавлении Крыма от саранчи. Затем дервиши отлили привезенной воды во фляжку и велели хранить ее при мечети. Как учил шейх Али Эфенди, эта вода из чудесного источника обладает свойством привлекать розовых скворцов во время нашествия саранчи. Крымские татары давно были знакомы с таким поверьем, и когда дервиши отправились далее по Крыму, то в каждом городе и селе их встречали с большим почетом и воодушевлением, а шейх оставлял при каждой мечети понемногу чудесной воды. Побывав в Карасу-базаре, Ахмеджиде и во многих селах, дервиши прибыли в Бахчисарай. Здесь они молились сначала в мечети на Азизе в Эски-юрте, а затем и в ханской мечети Бахчисарайского дворца. Сосуды с водой были вывешены на стене для всеобщего обозрения. Дервиши остались в Бахчисарае на всю зиму. Они дважды в день ходили в ханскую мечеть, а иногда выезжали делиться своей водой в Гызлев, к Перекопу и в ногайские селения за перешейком.
Поскольку время было зимнее, проверить действие чудесной воды на скворцов и саранчу было еще рано, зато пребывание дервишей в Бахчисарае оказало сильное воздействие на живущих в городе людей. Русский полицейский чиновник при Бахчисарайском дворце с тревогой докладывал губернатору, что шейх и его дервиши приобрели огромный авторитет среди крымских татар, а нравственность народа весьма изменилась в том, что в мечетях всегда бывает народу полно. Многие татары перестали пить не только водку и вино, но даже и бузу, а в особенности же начали отращивать бороды и усы. Никаких других обвинений полицейским выискать так и не удалось. И тем не менее, царское правительство было обеспокоено растущей популярностью иностранных гостей, и потому оно поспешило без лишнего шума выпроводить дервишей обратно в Турцию. Так что же это была за чудесная вода, привезенная в Крым шейхом Али Эфенди? В центральной Турции, возле деревни Шихлар, к северу от Анкары, стоит среди полей небольшая белая мечеть. Она построена в XIX веке над гораздо более старым колодцем, который известен в народе сразу под двумя наименованиями – Цыгырших-сую, то есть вода скворца, или Чекирге-сую, то есть вода саранчи. Считается, что этот колодец чудесным образом соорудил шейх Али Самарканди. Этот хорошо известный в Турции суфийский мудрец родился в 1320 году в иранском городе Исфахан. Он получил образование в Самарканде и Бухаре, затем более 20 лет служил при мечетях Мекки и Медины, странствовал по Сирии, Ираку, Палестине и, наконец, обосновался в турецких землях. Как говорят предания, однажды время намаза застало шейха Али в засушливой местности, где невозможно было найти воды для омовения перед молитвой. И тогда шейх стукнул своим посохом по земле, и на этом месте возник источник свежей воды. И когда на турецкие поля налетела саранча, шейх послал султану воды из этого источника. Едва сосуд был вынесен на поле, как слетелись розовые скворцы и склевали всех вредителей. С той поры при источнике поселилась община дервишей, хранителей чудесной воды. И шейх Али Эфенди, посетивший Крым в XIX веке, был, очевидно, прямым потомком знаменитого Самарканди. Источник в турецкой деревне Шихлар был далеко не единственным в мире, чьим водам приписывалось чудесное свойство привлекать розовых скворцов, или, как их еще называли в странах Ближнего Востока, птиц Мухаммеда. На родине шейха Али, в Иране, тоже существовал подобный родник. Он находился неподалеку от города Тебриза. На рубеже 15 и 16 столетий остров Кипр, который тогда принадлежал Венеции, подвергся небывалому нашествию саранчи. Насекомые покрыли землю толстым слоем, весь урожай был уничтожен. Несмотря на сложные отношения с соседней Османской империей, правители Кипра на свой страх и риск отправили в Иран 2 послов армян, чтобы те привезли из Тебриза чудесной воды. Послы вернулись с полной флягой и повесили ее на шесте на видном месте. Там она провисела около 30 лет, пока не упала на землю и, как сочли жители, не утратила свои силы. Вновь пришлось отправлять посольство в Иран, и, несмотря на опасности путешествия, на Кипр была доставлена новая порция воды. Жители Ирана тоже верили, что чудесная вода способна привлекать скворцов против саранчи. Причем, помимо источника под Тебризом, иранцы предпочитали употреблять для этой цели воду, привезенную из далекого и труднодоступного Балха, то есть с территории нынешнего Афганистана. Таким образом, можно заметить, что предание о чудесной воде, саранче и розовом скворце существовало у многих народов, от Крыма до Персии. Причем, чем дальше находился такой источник, тем чудодейственнее он считался. Конечно, на самом деле розовых скворцов привлекала на поля вовсе не вода, а сама саранча, которой птицы питаются.
Но прилетали скворцы нерегулярно, точно предугадать их появление было невозможно, и потому каждое прибытие спасительной стаи воспринималось людьми как настоящее чудо. Современные химические средства помогают успешно бороться с саранчой. Но действие инсектицидов имеет и оборотную сторону, губя полезных насекомых, отравляя землю и воду. Поэтому в мире сегодня снова вспомнили о птице, которая издавна была помощником человека в борьбе с вредителями. И, как показал опыт, чтобы призвать розового скворца на поля, не требуется никакой магии. Например, в китайском Туркестане для защиты от саранчи приняли оригинальное и экологичное решение. Поскольку розовым скворцам для гнездовья нужны скалы, а подходящих обрывов в тех местах нет, в полях были выстроены специальные кирпичные стены с полками, чтобы розовые скворцы могли вить на них свои гнезда. Птицы оценили такую услугу, поселились в этих искусственных гнездовьях и теперь защищают окрестные поля столь успешно, что селянам уже нет нужды использовать ядохимикаты. В Крыму такие искусственные стены возводить, конечно, незачем, ведь здесь надежным домом для розового скворца служат обрывы заповедной горы Опук. И хотя судьба крымских урожаев уже давно не зависит от помощи этой птицы, пусть она заботливо охраняется в Опукском заповеднике как редкостное украшение природы Крыма и как живое напоминание о далеких исторических связях крымских народных традиций.